Сегодня мы представляем очередного гостя проекта Национальной библиотеки «30 интервью о республике». Человека, который занимается очень важной и значимой общественной деятельностью, уже более 10 лет возглавляя Ингушскую региональную организацию Всероссийского общества слепых. Адам Амирович Сагов, несмотря на относительную молодость, уже имеет огромный опыт работы в сфере деятельности людей с ограниченными возможностями, является автором и реализатором многих проектов, реально меняющих жизнь инвалидов к лучшему. Также входит в общественные и координационные советы правительства, Министерства образования и Министерства труда Республики Ингушетия. В центре внимания нашей беседы актуальная тема «Жизнь и быт людей с ограниченными возможностями», их социальная, правовая и экономическая защищенность, необходимость формирования в обществе нормы, которые предполагают уважение к различиям между людьми, максимально приближая эту категорию людей к условиям и стилю жизни общества, в котором они живут. Адам Амирович. Спасибо за приглашение. Мы хотели бы сегодня с вами, начиная нашу беседу, поговорить о том, каким вы застали положение дел в инвалидной организации в обществе незрячих Ингушетии, когда в 2011 году вы возглавили молодежную организацию этого общества. В 2011 году я приехал, отучился в Кисловодском медицинском колледже, активно включился в работу организации, и мне предложили возглавить молодежный совет организации. На то время организация уже существовала более 20 лет. В 1993 году была организована Ингушская региональная организация, до этого это была члены Ингушской региональной организации, соответствующей инфраструктурой в Грозном, то есть инфраструктура, которая строилась в Советском Союзе в каждом регионе. Это ключевые институты реабилитации незрячих людей, это библиотека для слепых, это учебно-производственное предприятие, культурный центр и такой небольшой многоквартирный дом, как социальное жилье, микрорайон. Вот такая инфраструктура была в каждом регионе. Соответственно, в 1993 году мы разошлись, региональное сообщество обратилось в центральное управление с просьбой учредить отдельную региональную организацию, и такое решение было принято в июне 2022 года. И с тех пор, как отдельная организация существует в семье, в большой семье Всероссийского общества слепых, наша организация. Точно такая же судьба и у других региональных организаций, это общество инвалидов и общество глухих, такая же история. В настоящее время у нас на учете более 500 человек. У нас нет местных организаций по сравнению с другими региональными организациями. Есть центральное направление, есть у нас советы по делам ветеранов, молодежный совет, есть совет по социокультурной реабилитации, спортивной реабилитации. Из структурных наших подразделений у нас есть культурно-досуговый центр «Открытый мир» в Сунже, у нас есть информационный центр в Карбулаке, есть небольшая гончарная мастерская в Назрани и наше офисное здание. На сегодняшний день основные наши проекты и программы, которые мы реализуем, это социокультурная реабилитация, реабилитация средствами физкультуры и спорта, это различные образовательные проекты и материально-техническая помощь нашим членам. И также наше сотрудничество, тесное сотрудничество органов государственной власти, мы находимся в различных советах при главе республики, при правительстве, в общественных советах при министерствах. Активно участвуем в принятии, разработке, реализации различных программ и проектов, которые на уровне региональной власти, муниципальной власти реализуются в Ингушетии, связаны с помощью и поддержкой людей с инвалидностью. И регулярно участвуем в грантовых конкурсах, в основном это фонд президентских грантов и фонд культурных инициатив. Помимо этого еще есть частные фонды, фонд Потайна, Тимченко, тоже мы пытаемся участвовать в их грантовых конкурсах. За последние несколько лет мы реализовали несколько значимых проектов, это связано с развитием спорта, культуры и образовательные проекты в тесном сотрудничестве с профильными министерствами либо учреждениями.
Адам Амирович, судя по тому количеству мероприятий, которые вы называете, ну, создается со стороны впечатление, что организация людей с ограниченными возможностями пользуется достаточно большим вниманием и руководства, и других общественных организаций. На самом деле есть понимание важности этого вопроса и в официальных структурах, и в общественных каких-то институтах. Вы реально ощущаете эту заинтересованность? Понимание всегда было. И декларация тоже была необходимость помогать сообществу людей с инвалидностью. Различные проекты, программы принимались, реализовывались, и сегодня немало внимания уделяется улучшению жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Тем не менее, есть и много нерешенных проблем. Если в нашем случае это до сих пор нет библиотеки для слепых с официальным статусом, а в нашем случае это отсутствие учебно-производственного предприятия, это спортивно-адаптивной школы, нету специальных дошкольных образовательных учреждениях специальных групп для детей с инвалидностью, с тяжелыми нарушениями там, слуха, зрения и так далее и тому подобное. Вот это ключевые вопросы, проблемы, которые мы до сих пор не решили и добиваемся их решения. Да, поддержка оказывается, конечно, ресурсов не хватает, тем не менее, внимание мы чувствуем, но нерешенных проблем тоже немало. Как вы считаете, какие действия на уровне власти, на уровне других социальных институтов могли бы помочь в решении вот всех этих проблем, которые вы озвучили? Я бы хотел подчеркнуть, что вот эти проблемы, которые я сейчас озвучил, это проблемы, которые мы унаследовали от прошлого. Если бы была бы та инфраструктура, которая была в Советском Союзе, то есть библиотека для слепых, там учебно-производственное предприятие, нам было бы намного легче сегодня решать большинство наших задач, перед которыми мы стоим. Как это все можно решить? Безусловно, для этого нужны ресурсы. И финансовые ресурсы, поверьте, здесь занимают там, не самое главное и важное приоритетное место. Главное – это кадры, главное – это понимание. Если мы в каком-то профильном министерстве, которое отвечает за, например, программу «Доступная среда», да, если в конкретном отделе, который в профильном министерстве отвечает за реализацию программы «Доступная среда», у нас в этом отделе 2 человек решают все задачи, весь объем этой работы, то понятное дело, что качественно это реализовать практически невозможно. Нужно расширять такие отделы, то есть принимать на работу квалифицированных сотрудников, нужно перенимать опыт у ведущих регионов страны, потому что есть очень хороший пример решения проблем людей с ограниченной возможностью здоровья в различных регионах. Нужно расширение ресурсной базы, о чем я говорю, не только обращать внимание на какие-то бюджетные источники финансирования, но и находить внебюджетные источники финансирования, потому что, вот, например, там, грантодающих фондов, я выше говорил об этом, то есть региональные органы государственной власти могли бы выходить на крупные федеральные грантовые фонды и вместе с ними решать эти задачи. То есть, например, один из таких механизмов – это открытие в регионе проектных офисов. Например, активно такую форму помощи оказывает, продвигает президентский фонд культурных инициатив. Они по запросу региональных органов государственной власти открывают проектные офисы, помогают эти офисы запускать, повышать качество и количество готовящихся заявок для получения грантов, и тем самым эти заявки увеличиваются, и тем самым выделяются фондом финансовые средства для решения конкретных социальных проблем. Еще один большой момент – это отсутствие у нас культуры анализа текущих наших проблем. И на основе этого анализа
принятии, разработке, принятии различных проектов и программ, которые непосредственно были бы призваны решать конкретные проблемы. Да, у нас неплохо получается, за последние годы очень даже хорошо получается реализовывать общефедеральные программы по проекты, по программе нацпроектов. У нас почти во всех направлениях мы занимаем зеленую зону и первыми отчитываемся в достижении там ключевых показателей. Но тем не менее, помимо этого, мы могли бы сами самостоятельно на уровне региона, на уровне муниципалитета разрабатывать проекты и программы, которые призваны решать конкретные задачи. И для их разработки привлекать экспертов, в том числе, которые работают в общественном секторе, в том числе, которые работают в бизнес-структурах. Есть очень много различных инициатив, очень много разных команд, которые бы с удовольствием включились в эту работу, и вместе мы могли бы эти задачи максимально эффективно решать. Потому что у сообщества людей с инвалидностью есть большой потенциал. Это не только там потребители какой-то помощи. Если дать возможность самим людям с инвалидностью развиваться, выражаться, делать свой вклад в различные сферы нашей жизни, в экономике, в политике, в культуре, мы увидим буквально в кратчайшие сроки хорошую отдачу. Я вижу, что у вас есть хорошее понимание всей структуры этой деятельности, и получается, что загвоздка состоит в том, что вас в этом направлении недостаточно активно поддерживает, да? Да, в том числе и можно так сказать. Ну вот простой пример. Программа «Доступная среда» общефедеральная, которая была принята, реализовывалась в 2011 году, и по сегодняшний день она реализуется с периодичностью там, несколько лет, в зависимости от того, насколько успешно мы представили наши потребности на общефедеральном уровне. В рамках этого проекта в 2014 году в Национальной библиотеке был открыт Центр «Доступная среда». Это было такое естественное логическое продолжение сотрудничества Национальной библиотеки с обществом слепых Ингушетии, со сообществом незрячих людей. Начиная со второй половины 90-х годов Национальная библиотека активно помогала и организации, и сообществу, и приняла на себя роль библиотеки слепых, хотя не в методическом, не там материально-техническом обеспечении не было заложена такая функция у Национальной библиотеки, да. И тогда мы поднимали вопрос о создании в регионе специализированной библиотеки для слепых. Центр «Доступная среда» был такое компромиссное решение: создать в Национальной библиотеке центр, создать необходимую материально-техническую базу, в том числе и кадровую базу, и в последующем придать центру статус библиотеки для слепых. В апреле будет 10 лет, как центр существует. Центр успешно существует, хорошо работает, множество значимых проектов реализовывает. На высоком уровне представляет и свою работу, и нашу республику на общефедеральном уровне. Но, тем не менее, статус до сих пор центр не получил. То есть библиотеки для слепых нет в регионе. А это ключевой культурный, информационный, образовательный, просветительский институт, который не только в нашей стране, но и во всем мире помогает незрячим людям. Я так понимаю, что Национальная библиотека, проявив понимание важности этого вопроса, выступила с такой инициативой, да, создания этого центра доступно. Да. А таким образом Национальная библиотека берет на себя дополнительные функции, которые не входят, да, в ее непосредственную деятельность, и при этом добивается определенных успехов на этом поприще. Но доступная среда, это же понятие гораздо шире. Доступная среда – это и пандусы, да, на улицах, и парковки для инвалидов, это и трудоустройство инвалидов, как я понимаю. Насколько я знаю, вот по налоговой части действуют льготы для тех организаций, в которых какая-то часть работающих – это люди с ограниченными возможностями. Как у нас обстоит дело с трудоустройством инвалидов в республике? Сама по себе программа «Доступная среда», которая была принята и реализовывалась с 2011 года, принесла большую пользу. То есть очень много разных задач было решено благодаря этой программе. И в рамках этой программы сделано очень многое. Например,
учреждений культуры, их физической доступности на качественно новый уровень вышла. Опять же, реализовываются различные проекты доступности услуг учреждений культуры, учреждений образования, медицинского учреждения для людей с инвалидностью. Также на федеральном уровне реализовывались программы трудоустройства инвалидов, субсидирования создания рабочих мест. В настоящее время такое ключевое значение имеет программа квотирования рабочих мест. То есть, в общем и в целом есть много различных программ, по которым идет поддержка трудоустройства, занятости, создания рабочих мест для людей с инвалидностью. Тем не менее, есть различные сложности, связанные с тем, что недостаточно мотивируется частный сектор для того, чтобы создавать рабочие места людям с инвалидностью. Сложности связаны с созданием рабочих мест в органах государственной власти для людей с инвалидностью, с доступностью учреждений, образовательных учреждений для людей с инвалидностью в зависимости от их нарушений. Вот. Могу вот простой пример привести, связанный с тем, вот, как эти проекты и программы принимаются. Квотирование рабочих мест. Это учреждение, государственное учреждение, коммерческий сектор может, если они не хотят или же по каким-то причинам не могут создавать рабочие места для людей с инвалидностью, они могут эти рабочие места арендовать у других работодателей, в том числе в общественных организациях. На протяжении многих лет общероссийские организации, которые представляют интересы инвалидов, добивались принятия этих нормативных актов, объясняли их необходимость, предлагали различные механизмы. Вот то, что выше я сказал, это вот такой вот конечный механизм, на котором сегодня государство остановилось. Все необходимые законодательные нормативные акты приняты, и все это уже регулируется в правовом поле. Тем не менее, простой пример. Мы на уровне общефедеральном уровне лоббируем принятие таких законов, объясняем правительству Российской Федерации необходимости таких решений. Но на уровне региона, например, в нашем случае, я не знаю ни одного случая, чтобы такие рабочие места создавались в общественных организациях, либо же арендовались в общественных организациях. Я не знаю ни одного случая, чтобы например, органах, учреждениях культуры такие места рабочие арендовались. То есть, например, там какое-то предприятие, да, коммерческое, может арендовать рабочее место в Национальной библиотеке. То есть на 6 месяцев и более они заключают трудовой договор, они оплачивают заработную плату этого сотрудника, а сотрудник непосредственно работает, например, в Национальной библиотеке. Я таких случаев в Ингушетии, в нашем регионе, я их не знаю. Как бы они удаленно могут трудоустроить человека, да, не обязательно в своем могут удаленно трудоустроить, да, могут непосредственно там вживую. Человек может в офис приходить, но и содержание, и оплата его рабочего времени, она из бюджета коммерческой организации происходит. Есть такой механизм, и он очень активно последний год-полтора применяется в других регионах. Я знаю, вот наши коллеги из Дагестана, в Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, внутри своей организации трудоустраивают людей с нарушением зрения, а их заработная плата выплачивается коммерческими структурами. Может быть, это будет Сбербанк, это может быть Роснефть и так далее. Ну вот как раз касательно Дагестана, мне как-то довелось с информационным сопровождением быть в Дагестане, участвовать в фестивале Всероссийского общества слепых, который принимающей стороной был Дагестан. И проходил этот фестиваль у моря, в санатории, и оставил самые приятные впечатления. И на что я обратила внимание, когда брала интервью и вообще освещала вопросы
жизни людей с ограниченными возможностями, что в Дагестане не в пример нам работа с инвалидами поставлена на каком-то качественно другом уровне. И я ощутила это внимание от властных структур, вот, к социальной защищенности инвалидов. У них, как я поняла, было много производств, где работали сами инвалиды и реально зарабатывали себе на жизнь. Вы сказали, что есть регионы, где много новаторского опыта в работе с инвалидами. Какие это регионы и как вы с ними сотрудничаете, и как этот опыт мог бы быть реализован непосредственно в нашей республике? Мы с партнерами из Дагестана очень тесно сотрудничаем. То есть у нас очень хорошие партнерские организации, партнерские отношения. Мы часто ездим к ним в гости на различные мероприятия, их приглашаем, проводим совместные мероприятия. У них очень большой опыт, у них очень хорошая инфраструктура, то есть в Дагестане есть несколько учебно-производственных предприятий, на которых трудятся люди с нарушением зрения. Есть свое офисное здание, есть библиотека для слепых. Почему все время я проговариваю, называя про инфраструктуру говорю, почему я говорю про эти учреждения. В этих учреждениях незрячие люди, они там встречаются, они там реализовываются, именно они там общаются, и благодаря наличию такой инфраструктуры создается активное продуктивное сообщество людей. Они друг друга поддерживают, они друг другу помогают, они вместе вырабатывают свой запрос, с которым они обращаются и к обществу, и к государству. И, соответственно, чем качественнее этот запрос, тем при решении принятия этого запроса орган государственной власти бывает более эффективная отдача. И на уровне региона им очень хорошо помогают, есть отдельные статьи, по которым субсидируются различные направления деятельности их учреждений. И в том числе, возвращаясь к вашему вопросу, много хорошего опыта можно перенимать и у Дагестана. Есть такой хороший опыт у Пермского края, у Татарстана, у Санкт-Петербурга, Москва. Мы по определению у нас флагман при реализации различных социально значимых проектов. Но вместе с тем, несмотря на все эти сложности, наша организация, не хочу хвастаться, но тем не менее за последние несколько лет мы выиграли множество различных грантов, реализовали множество различных проектов, и уже на уровне округа к нам обращаются наши коллеги из других регионов с просьбой подсказать, помочь, поделиться опытом, что мы с удовольствием и делаем. И сейчас, если у нас до сих пор были межрегиональные мероприятия или же внутри региона были какие-то проекты, последний проект у нас это окружной проект, который связан с развитием инфраструктуры адаптивного тенниса. У нас будет и форум летом окружной, то есть СКФО. У нас будет образовательный курс онлайн для подготовки специалистов Северо-Кавказского федерального округа по работе с людьми с нарушением зрения. И такие проекты. Меня, как журналиста, интересует состояние отдельной статистической единицы в вашем обществе. Вы сказали, что 500 человек, да, у вас в обществе незрячих насчитывается, да, в Ингушетии? Да. Да. И как за всеми этими громкими проектами, которые реализуются, как себя чувствует отдельно взятый инвалид, насколько он вовлечен в жизнь этой организации, и как он себя ощущает социально, его защищенность отдельного члена вашей организации меня интересует. Это сложный вопрос, потому что отдельно взятый член нашей организации, он может быть совершенно разный. То есть это может быть пожилой человек, может быть слепорожденный ребенок, это может быть человек, который потерял зрение из-за травмы, может быть человек, который потерял зрение, участвуя в СВО. Это может быть девушка молодая, незрячая, это может быть женщина, которая потеряла зрение, будучи уже замужем. И исходя из всего этого, мы видим, насколько сложной, комплексной задача стоит перед организацией. Какие ресурсы это требует интеллектуальных, материальных, какого культурного бэкграунда требует
этой работы. Это же не просто так ты пришел, да, например, к незрячей молодой девушке и пытаешься ей рассказать о каких-то социально значимых проектах, которые совершенно не на культурном уровне, не на религиозном уровне, не то, что им не подходит, даже если они не подходят, они их не примут. Поэтому вопрос сложный. Ну, например, у нас есть в организации «Актив», это и пожилые, и молодые, и детишки, и женщины, и мужчины, которые активно участвуют в жизни организации. Они участвуют в проектных мероприятиях, спортивных, культурных, досуговых. Приходят там, например, на наши мастер-классы в гончарной мастерской, приходят сюда, в Центр национальную библиотеку, на наши различные мероприятия, приходят, участвуют в спортивных мероприятиях и так далее и тому подобное. Мы надеемся, что то, что мы делаем, приносит пользу. Мы надеемся, что то, что мы делаем, у них отвлекается. И, безусловно, каких-то проектов, которые мы просто-напросто, сидя там в офисе, берем с головы и думаем, что вот этот проект будет востребован, он будет очень нужен для сообщества. Мы так не делаем. Мы пытаемся ориентироваться на этот запрос. Но он запрос настолько сложный, многогранный, многоуровневый, что каким-то одним проектом, какой-то одной программой это очень сложно решить. Поэтому у нас несколько программ, они очень ограничены, и количество участников этих проектов и программ ограничен. Но тем не менее мы пытаемся вот потихонечку этого опыта набираться и вот реализовывать такие проекты и программы, которые были бы максимально востребованы среди сообщества незрячих людей. И, конечно же, создавали у нас внутри организации его ресурсную базу, чтобы тот или иной проект нам принес ресурсы, которые мы могли бы в дальнейшем использовать. И вот, возвращаясь, я думаю, ко всем вопросам, которые мы сегодня здесь обсуждали, начиная от того, что нужно разрабатывать свои региональные проекты, программы, основанные на реальных потребностях региональных. Да. Но даже при реализации этих проектов и программ нам нужно учитывать один большой фактор – это измерение того эффекта, который мы достигаем. Потому что, невозможно, есть очень много проектов и программ, которые разрабатываются, реализуются, но по факту при анализе они никакой отдачи не несут. Это просто-напросто трата ресурсов, времени, энергии, и никакой пользы от них нету. Но это тоже большой такой вопрос, который нам нужно, всем нам нужно, над которым надо работать всему обществу, да, и не только самим незрячим. Адам Амирович, вот сегодня у нас представлены макеты наших архитектурных памятников, книги по системе Брайля созданные, да, это вот в центре доступная среда, да, все это реализуется. Да. Вот эти книги непосредственно, которые вы делаете по системе Брайля, они читаются инвалидами незрячими, доходят до них? И как реализуются другие проекты, автором и инициатором которых вы являетесь в республике? Мы вот сегодня в нашей беседе несколько раз говорили про роль специализированной библиотеки для слепых. До создания Центра «Доступная среда» ингушской литературы, ингушских авторов рельефно-точным шрифтом Брайля не было. В аудиоформате это были такие отдельно записанные рассказы, части романов, и в основном это был труд, работа радио «Ангушт». Даже в аудиоформатах на русском языке ингушских авторов было практически невозможно было найти, они не записывались. С момента создания центра, с момента создания его ресурсной базы у нас получилась возможность самим создавать, печатать рельефно-точным шрифтом Брайля, записывать аудиоматериалы. Помимо этого, активно Национальная библиотека, Центр «Доступная среда» начали сотрудничать с всероссийскими издательскими центрами «Логос ВОЗ», «Репро», Петербургский издательский дом, который выпускает специализированные издания для незрячих. И благодаря этому у нас получилось не только вот самим издавать рельефно-точным шрифтом Брайля и записывать аудиоматериал, но и записывать наши романы наших авторов профессиональными дикторскими голосами. Вот уже записано, Логос ВОСом записано
«Золотые столбы» Саида Чуркиева, «Волчьи ночи» Саида Чуркиева. Записано, выпущено издание «История Ингушетии» 2013 года, большой том под редакцией Нурдина Кадзоева. Сейчас записывается 9 дней из жизни героя Зязикова и большой научный труд Лемки Игиевой «Этнография ингушей». Все это в профессиональном дикторским голосом записываемые материалы. Возвращаясь к нашим изданиям, конечно же, мы ориентируемся прежде всего на запрос наших читателей, незрячих людей. Первое, что мы издали, мы решили, что заполнять этот пробел, то есть создание фонда специализированных изданий ингушских авторов, начать со сборников. Это такой был более-менее легкий путь. Если мы бы начали бы с какого-то отдельного романа, это большой объемный труд был бы и много ресурсов потребовал бы. Это сборник рассказов мы выпустили, сборник стихов наших поэтов, мы выпустили сборник детских рассказов и выпустили такое комплексное издание Саида Чуркиева «Золотые столбы». Это был и аудиовариант, нам помог записать журналист Ибрагим Цароев. Это был точный шрифт Брайля. Вот, помимо этого, здесь в Национальной библиотеке регулярно проводятся досуговые мероприятия, культурные мероприятия. Регулярно сообщество незрячих людей приглашается для участия в других общедоступных мероприятиях. Также в прошлом году был реализован проект «Культура Ингушетии» в 3D-миниатюре. То есть это при партнерстве с Центром «Доступная среда» общество незрячих Ингушетии реализовало проект обеспечить доступность культурных, архитектурных памятников Ингушетии для людей с нарушением зрения. То есть на 3D, сегодня они у нас тут представлены, да, да, вот на 3D принтере мы напечатали не только наши древние волнушки, да, у меня в руках, да. 9 башен наших, да, вот. И это Аланские ворота. Аланские ворота. То есть тут видно, да, что это не только там исторический память, но и современные архитектурные сооружения. Да, замечательно изготовленные, прямо приятно держать в руках. И наши незрячие получают возможность ощутимо познакомиться, да, с памятниками. Да. Это замечательная такая возможность. И этот проект у вас, наверное, и в дальнейшем должен реализовываться, да? Да. И каковы его какие-то возможности, которые он дает? Ну, на самом деле, как я уже выше говорил, каждый проект, который мы реализуем, мы хотим, чтобы он приносил пользу, и материально-техническая база, которая создается в рамках этого проекта, нам долго и продуктивно служила. Вот 3D-принтер, который мы купили, и материалы, которые мы купили сейчас, мы сможем использовать для не только печати архитектурных, скульптурных памятников, но и создавать макеты социальных учреждений. То есть для... Вот это все можно продавать? Ваше общество можно, да. Вот да, наверняка есть желающие, которые захотели бы купить вот такие можно это все и на блестящие коммерческие рельсы миниатюры наши. поставить. Да. Да. Я их нигде в другом месте не видела, вот таких, например. Это ваша задумка, ваша реализация, да, ваши идеи. Это прекрасная возможность культурного развития даже республики в целом. Вклад инвалидов в культуру республики. Адам Амирович, с какими пожеланиями вы могли бы обратиться вот с площадки нашей национальной библиотеки к людям, к институтам, которые сегодня ответственны за состояние дел инвалидов в целом в республике, с какими пожеланиями к самим непосредственно членам общества незрячих? Вот у вас есть такая возможность сегодня высказаться в этом направлении. Ну, прежде всего, я хочу искренне поблагодарить каждого, кто помогает, поддерживает не только там, нашу организацию, но и любую некоммерческую организацию, которая решает социально значимые проблемы, выразить признательность и руководству, и коллективу Национальной библиотеки. Они по-настоящему наши друзья, помощники, сподвижники, которые на протяжении многих лет поддерживают сообщество незрячих людей Ингушетии. И не только. Отдельная благодарность Радиме Газиеве, благодаря которой многие наши проекты получили и старт, и воплощение в жизнь. Обращаясь к органам государственной власти. Все мы представители одного сообщества, одного общества, неважно, там, сегодня начальник, завтра рядовой человек, сегодня там, руководитель, завтра сотрудник, сегодня отец, сегодня сын, завтра отец и так далее и тому подобное. Прежде всего, понимать, что каждый человек имеет право на счастливую, достойную жизнь, независимо от того, какой у него
культурный, экономический, Статус. иной статус. При принятии решений, конечно же, ориентироваться на запросы людей. То есть не придумывать из головы в кабинетах какие-то проекты и программы, которые бы, как им кажется, могли бы быть полезными, но на самом деле они не приносят должную ощутимую пользу, и от них мало бывает эффекта. Ориентироваться на запрос людей, на их потребности, прислушиваться к людям, не только там, к собственно незрячим людям, но и к другим организациям. И, конечно, то, что мы уже говорили, разрабатывать, реализовывать проекты, программы, которые основаны на реальных потребностях людей. И, соответственно, анализировать эффективность этих проектов и, соответственно, с этим наносить корректировки для того, чтобы еще лучше их сделать и реализовывать. Адам Амирович, я искренне вам признательна за ваше участие и содержательный диалог в нашем проекте. А с вами, уважаемые слушатели, мы прощаемся. До новых интересных встреч на площадке Национальной библиотеки. Баркал, Яриасан. Баркал.